И к новостям культуры. Романтическая история о загубленной любви и потустороннем мире. Сказка для взрослых под названием «Жизель». Беспроигрышный вариант для любого фестиваля. В разные годы на Нуриевском хрупкую девушку танцевали лучшие балерины Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Таллина, Амстердама, Лондона и Парижа. Сегодня в рамках международного фестиваля классического балета самый ожидаемый спектакль с участием топовых танцовщиков мира. Как признался исполнитель партии Альберто Сергей Полунин, после «Жизели» нужно приходить в себя как минимум 4 дня. О других нюансах Дмитрий Пивоваров. Это был серьезный риск. Планы на будущее и степень профессионального риска в связи со сценическим решением нового спектакля Кармина Бурана или «Колесо фортуны», приглашение Владимира Васильева в качестве постановщика мессы си минор Баха и явление звездной пары современного балетного мира Светланы Захаровой и Сергея Полунина в сегодняшней «Жизели» вызвали эмоциональный подъем как у спикеров, так и слушающих. Супруг Светланы Захаровой, знаменитый скрипач Вадим Репин, ищет вдохновение и в творческом почерке своей супруги. Она, безусловно, моя муза, и абсолютно без преувеличений. И, конечно, все ее роли я сопереживаю и за нее болею. Светлана Захарова танцевала бедную девушку, сошедшую с ума в Казани, еще более 10 лет назад, будучи солисткой Мариинского театра. За годы окреп образ, и не только. Балерина четко слушает удивительные соло из оркестровой ямы, когда игра отдельного музыканта может сделать и сиюминутный переворот в сознании. Когда я слышу прекрасное исполнение, я танцую, и я слышу потрясающее исполнение, музыкальное, и я моментально, у меня что-то переключается в голове, у меня совершенно сразу состояние другое. О Сергее Полунине написано и говорено многое. Своей уверенности и белым зубам, по признанию танцовщика, обязан родному Херсону. Там и овощи же все, фрукты вкуснейшие. Я думаю, вкуснее в мире помидоров херсонских, арбузов. И люди крепкие, в принципе, оттуда как питаются, как живут, то есть поколение как-то выросло. И сами люди, они крепкие, очень трудолюбивые и любят бороться. Участник фэшн-сессии, модель для скульпторов и будущий партнер Микки Рурка по новому голливудскому фильму. Полунин скоро окажется и на съемочной площадке в новом игровом фильме про школу русского балета. Надеюсь, что это не будет «Черный лебедь 2», хотя понятие черного не менее притягательно. И я люблю именно негативных героев играть. Только в конце, когда ты ее полюбил, она вот умирает. И интересно свою жизнь сопоставлять, как бы что происходит в твоей жизни с ее смерти. Спустя уже эти годы, наверное, приехал уже и в другом качестве, и в другом, и опыт творческий другой уже. Я очень рада, что сложилось так все, что я здесь сегодня. Такие составы, как правило, случаются на фестивалях лишь однажды, а посему следует подумать об истории несчастной крестьянки и обманувшем ее графе, рассказанной в будущем году, в котором, как поется в старинном русском романсе, только раз бывает встреча. Дмитрий Пивоваров, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».